Сразу 3 документальных фильма к 75-летию депортации ингушского народа 23 февраля своим зрителям покажет национальная телерадиокомпания. Цикл программ рассказывает о тяготах и лишениях, через которые пришлось пройти нашим предкам. Воспоминаниями делятся очевидцы тех событий. Амина Бокова продолжит. Я был маленький, моя старшая сестра меня с собой повела на базар. Там продавались яблоки. Это был уже, наверное, 7-8 год. Это 47-8 год. И вот она мне купила одно яблоко, такое маленькое. И говорит, вот у нас на Кавказе, говорит, много яблок, и большие, говорит, хорошие яблоки. Я так попробовал первый раз. И вот мы все мечтали, когда мы вернемся на свою родину. К 75-летию со дня депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию национальная телерадиокомпания представляет цикл программ, посвященных тяжелому испытанию, которое выпало на ингушский народ в суровых 40-х, но с которым достойно справились наши предки и, несмотря ни на что, вернулись на родную землю. Вера, дух, язык отцов. В эфире национального ожидается премьера документального фильма журналиста Хусена Плиева. Реальная история очевидцев, а также тех, кто потерял своих родных и близких в те страшные годы, дополнена неизвестными фактами о депортации. Героев своей картины документалист отыскал через Государственный архив Ингушетии. Там есть один примечательный фрагмент. 8-летний мальчик Гелани Ужахов, который родился в Казахстане и даже не видел своей малой родины, он просто слышал о ней от старших. Вот когда в 1956 году первый эшелон приехал, и этот эшелон людей не пустили дальше Беслана и вернули обратно. Так вот этот мальчик просто-напросто сбежал. Он сказал, я не поеду обратно в Казахстан. Сбежал, и в Беслане где-то его старушка приютила до приезда его семьи уже в 1957 году весной. Там еще есть примечательные моменты о силе духа наших женщин, наших мужчин. Вот как мужчины защищали детей и женщин, как они их обогревали, сами снимая верхнюю одежду, как замерзая. Вот такие моменты. А вот фильм Хавы Султыговой «Память жива» открывает совершенно новые страницы в истории нашего народа. Над темой депортации рассуждают ученые и политологи. Также они рассекречивают многие материалы, которые долгие годы находились под грифом «секретно». Ингушский народ знал и знает, что национальная политика партии существует и не может не существовать. Он знал и знает, что в отношении него до конца должна быть восстановлена правда и справедливость. Это сознание давало и дает ему силу жить. Он живет непоколебимой уверенностью, что его место в семье народов Советского Союза будет ему возвращено, что он получит обратно те места, где его предки так долго жили, потому что право его на эти места обеспечено ему священными принципами национальной политики Коммунистической партии и Советской Конституции. Показ этих и многих других программ запланирован в ближайшие 3 дня, а 23 февраля мы будем вести прямой эфир из мемориала памяти и славы в Насыркорте. Там пройдут главные мероприятия. Отдать дань памяти и вспомнить подвиг народа соберутся жители республики, депутаты Народного собрания, представители органов госвласти, общественных, правозащитных, молодежных организаций, политических партий и национально-культурных автономий республики. Все памятные акции и мероприятия покажут в новостных блоках и передачах. На выходные также НТРК подготовила и насыщенную патриотическую программу, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Амина Бокова, Новости 24.